Приветствую вас, мои дорогие друзья! Сегодня поговорим о таможенном союзе с Россией, Беларусью, Арменией, Казахстаном и Киргизией. Очень многие наши мигранты, особенно мигранты из Таджикистана и Узбекистана, которые находятся на территории Российской Федерации, они хотят, чтобы их страны вступили в эту организацию. Сегодня сделаю короткий обзор, какие плюсы есть, какие минусы. Например, если вы вступаете в эту организацию, можете 30 дней находиться на территории Российской Федерации без миграционного учета, то есть без регистрации. Можете, вы приехали из Ташкента или из Душанбе в Российскую Федерацию, и вы можете спокойно находиться на территории Российской Федерации без регистрации 30 суток. Другое там преимущество – это медицинское страхование. Если вы официально трудоустроены, обязательно ваш работодатель будет платить налоги, вы тоже будете платить налоги. У вас есть возможность получить медицинскую страховку. И в государственных поликлиниках получить медицинскую услугу бесплатно. Только вы имеете право, не члены вашей семьи. То есть дети, там жены не могут, если они не трудоустроены. Другой самый такой хороший плюс в этом, что не будете платить патент. Вообще не будете с этим патентом заморачиваться. С одной стороны хорошо, но с другой стороны часто бывает то, что вы платите налоги больше, чем платили за патент. Думаю, что это достаточно, это основные такие факторы. Теперь переходим на минусы. Например, минусы выдворения так и было, так и останется. Выдворение. В любой момент вас за правонарушение административное или уголовное вас могут выдворить из страны. Или запретить въезд в Российскую Федерацию. Простой пример. Например, 30 суток вы просрочили миграционный учет, то есть в течение 30 суток не поставили себя на учет, то вас могут спокойно выдворить. Или поставить запрет на 3 года. Или другой там нюанс. В течение 3 лет вы совершали 2 и более правонарушений административных. Вам могут поставить запрет на 3 года. На 3 года там не указано то, что вы будете платить штраф или не будете платить штраф. Там не указано размер штрафа, то есть 50 рублей или 100 тысяч рублей. Там нет такого. Вы совершали административное правонарушение 2 и более раза, вам поставит запрет на въезд в Российскую Федерацию. Или другой минус, например, вы находились на территории Российской Федерации свыше 180 дней без миграционного учета. Вот, например, прилетели, не зарегистрировались, ничего, так и прилетели, так и погуляли, не поставили себя на миграционный учет, вам запретят въезд в Российскую Федерацию на 5 лет. Или вы находились то же самое свыше 270 дней, то запрет будет уже на 10 лет. Будут вопросы, напишите в комментариях, постараюсь ответить в следующем обзоре. Мир вам и вашему дому.